Сосногорске состоялась премьера мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Музыкальный спектакль по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» приготовила для сосногорцев театральная студия Дома культуры «Горизонт» «Пилигрим». И вовсе я не хороша. Хороша. Разве черные брови мои и очи так хороши, что равных им нет на свете? Будто хороши мои черные косы? Нет, теперь я вижу, что я совсем не хороша. Хороша, погляди на себя. Нет, хороша? Ах, как хороша, просто чудо. Создать атмосферу и колорит гоголевской эпохи помогли не только красочные костюмы того времени, но и танцевальные и вокальные номера в исполнении артистов народного хора украинской песни «Мрия» и ансамбля танца «Джори Джаз». Зрители тепло встретили легкий спектакль-праздник, повествующий о чуде и о любви. А в зале царила веселая и по-настоящему праздничная атмосфера. Влада Гришаева, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Звезда взошла над Сосногорском и уже в 17-й раз собрала на своем фестивале порядка 400 исполнителей из разных уголков Коми-края. В этом году Вифлеемская звезда прошла в 2 этапа. В первый день на сцене городского дома культуры «Горизонт» свои таланты демонстрировали детские коллективы. А уже на второй ребят сменили опытные исполнители. География участников достаточно широка. Помимо наших местных сосногорских коллективов в фестивале принимают участие коллективы из города Ухты, поселка Водный, поселка Ярига, поселка Нижний Одес. И вчера к нам приезжали коллективы из города Вуктыла. Мы всем гостям, конечно, очень рады. И будем продолжать эту добрую традицию из года в год. Пройдет 18-й, 19-й и много других таких красивых, по-настоящему светлых духовных мероприятий. За многие годы фестиваль завоевал большую популярность. Каждый гала-концерт – это аншлаг в зале и разнообразие творчества на сцене. Наш фестиваль уже давно стал настоящим праздником духовной культуры, добрые традиции которого бережно хранят жители Сосногорска. Проведение таких музыкальных форумов действительно важное и значимое событие. Ведь музыка не только порождает нас все самое доброе и светлое, она возвращает нас к истокам культуры нашего народа. Поздравил жителей и гостей Сосногорска с очередным творческим праздником и архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим, под патронажем которого все эти годы проходит фестиваль православной музыки. От всего сердца будем хорошо слушать, внимать тому святому действию, которое будет происходить на сцене. Были бы это танцы, стихи, песни. Все это сегодня очень уместно. Напомним, одна из главных идей конкурса – духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. В первый день Сосногорский дом культуры принял на своей сцене более 200 детей, которые с большим удовольствием окунулись в атмосферу светлого праздника. В фестивале принимаю участие не в первый раз, и это потому, что он мне очень нравится, заряжает позитивом, и очень приятно смотреть на талантливых людей. Фестивали такие обязательно нужны, потому что когда мы смотрим на других людей, мы совершенствуемся. Порадовали своим творчеством и гости из Ухты. Ансамбль скрипачей уже не в первый раз принимает участие в фестивале. И с каждым годом старается удивить сосногорского зрителя. Ведь игра на скрипке – это совсем нелегкое дело. Я уже 10 лет играю, но это достаточно сложно. Нужны постоянные тренировки, потому что если не заниматься, то навык со временем пропадает. Если долго не занимался, то ты не разучишься этому, но будет получаться намного хуже.
Фестиваль «Вифлеемская звезда» – это возможность реализации творческих способностей и талантов в области духовной культуры людей практически всех возрастов. Светлана Герасимович уже 7 лет является руководителем творческого коллектива поселка Нижний Одес. В первый день со сцены порадовали зрители и ее воспитанники, а уже на второй сольным исполнителем выступила и сама Светлана. Мы ежегодно ездим на Вифлеемскую звезду. Вот этот коллектив создался буквально в прошлом году. Это новички. Деткам очень нравится заниматься. Дети ходят и в церковь, и занимаются вокалом. Мы хорошо дружим. Нам очень нравится ездить на этот фестиваль и поддерживать такую духовную струйку такую. Потому что в нашему обществу это очень необходимо. В течение 2 дней перед зрителями выступали инструментальные и вокальные ансамбли, взрослые и детские коллективы, танцевальные группы и солисты. На память о фестивале все его участники увезли домой не только положительные эмоции, но и памятные дипломы и статуэтки. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Жительница Сосногорска Любовь Рочева стала абсолютной чемпионкой среди женщин на первенстве Республики Коми по шахматам среди ветеранов. Соревнования проходили с 16 по 25 декабря в Сыктывкаре. Участие в них приняли около 20 спортсменов из столицы региона, а также Княж-Погоста, Ухты, Сосногорска, Печоры, Карткироса и Вуктыла. Наша землячка стала лучшей во всех 3 дисциплинах – быстрых и классических шахматах, а также в блице. Очень интересно, потому что игроки очень сильные с республики, все самые сильные собрались. Женщины, я обыграла женщин, а с мужчинами, конечно, и проигрыши были, и победы. И также вот блиц. Мы в основном, у нас в Сосногорске играем блиц, быстрые шахматы, поэтому у меня результат лучше всего по быстрым шахматам. Но получила я 3 медали среди женщин по всем 3 видам шахмат. Победа на республиканском уровне дала Любови Рочевой возможность принять участие в соревнованиях среди сильнейших спортсменов-ветеранов Северо-Западного федерального округа России, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Тренируюсь, сама тренируюсь по книжкам, играю в онлайн по ноутбуку. И, конечно, я очень боюсь, потому что это я здесь чемпионка, здесь женщин мало. Там мне уже сказали, есть мастер международного класса женщина. Буду стараться, но как получится. Первенство по шахматам среди ветеранов в Санкт-Петербурге стартовало 11 января и продолжится до 21 числа этого месяца. Как и в Сыктывкаре, спортсменам предстоит сыграть в быстрые и классические шахматы, а также в блиц. Влада Гришаева, Андрей Калиничев и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.